Я сейчас сижу здесь на лекции, поэтому говорю шепотом, чтобы беременных не напрягать. Рассказывают про пеленание и про колики. Очень познавательно. Председатель съезда показывает, как не надо укачивать ребенка при коликах. Это, кстати, главная тема на повестке дня. Поглаживая животы, мамы внимают каждому слову. После делятся тем, что запомнили. Акцент был на бутылочке с антиколиковой системой. Антиколиковая система бутылочек? Да. После официальной части неформальная. Дамы в положении отправляются на шопинг. Смотрят кроватки, коляски. А вот Вика и Тата приехали, чтобы найти эликсир от растяжек. Дитя – это самое важное, но фигуру-то хотелось бы сохранить, конечно. И не хочется, чтобы потерялись, была эластичность кожи. Там. Эксперт София с 3-летним стажем по имени Даня уверена, что главное в материнстве – источник питания. Пусть разрабатывают грудь. Больно кормить ужасно первое время. Как ты беременная будешь разрабатывать грудь? Махровым полотенцем соски обтирать, там жесткими мочалками. Среди делегатов съезда особенно активны сторонники новейших технологий. Обещают, коляска-робот за 57 тысяч сделает ребенка любознательным. Электронные люльки за 30 – послушным. А яркие трусы на памперс – общительным. И куда в таких трусах ходить? На день рождения, на фотосессию. На вечеринку на крутую. Те, кто все-таки планирует вырастить не тусовщика, а домоседа, должен обязательно приобрести детский стульчик. На первый взгляд ничего необычного, но только на первый взгляд. Стул-то волшебный. А почему можно взрослым на детский стул Он садиться? выдерживает до 90 килограмм. Регулировка происходит детского сидения. А, то есть вдруг ребенок 90 килограммов, да? Да. Или до 10-12 лет. Очень нужная функция, да. Поняли, что с такими ценными рекомендациями готовы тоже задуматься о ребенке. Елена Дружняева, Артем Ласточкин. Новости пятницы.